Добрый вечер. В эфире Сибайского телевидения программа «Крупным планом». Меня зовут Алина Полянская. И сегодня гость нашей студии – заместитель начальника отдела надзорной деятельности по городам Баймак-Сибай и Баймакскому району Флюр Файзулович Файзуллин. Добрый вечер, Флюр Файзулович. Здравствуйте, Алина. Мы встречаемся с вами перед Новым годом. Это такой, в общем-то, пожароопасный период. Да? Он связан и с тем, что пиротехники много, и связан с тем, что люди злоупотребляют алкоголем, который, конечно, снижает ответственность, снижает бдительность. Так вот, давайте немножко статистики озвучите нам по сравнению с прошлым годом. В этом году сколько раз горели? По состоянию на 22 декабря 2015 года в Республике Башкортостан у нас зарегистрировано 3971 пожаров. В прошлом году 4137, снижение на 4%. При пожарах погибло 272 человека. В прошлом году 292, снижение на 6,8%. Из погибших у нас в том числе 13 детей. В прошлом году 14, снижение на 7,1%. При пожарах получили травмы 235 человек. В прошлом году 289, снижение на 18,7%. Но несмотря на снижение количества пожаров в Республике Башкортостан, у нас в городском округе с начала года наблюдается рост количества пожаров. И на 22 декабря у нас в городе произошло 77 пожаров. В прошлом году 60, то есть получается, что на 17 пожаров больше или на 28,3%. При пожаре погиб 1 человек. В том году 2 человека, снижение на 50%. Получили травмы различной степени тяжести 4 человека. В прошлом году 10, снижение на 60%. То есть это получается в среднем в Сибае около 6-7 пожаров происходит? Да, в месяц получается так. Но в этом году даже можно сказать, что в какое-то время, в какой-то месяц может даже у нас 2-3 пожара. Но бывают такие случаи, что в месяц даже 8, 9, 10 пожаров даже может произойти. Исходя из опыта, какое время года или какой период самый такой пожароопасный? Ну, это так можно из анализа, так можно посмотреть, но у нас нету такого, когда просто бывает каждый год все время меняется. То есть в том году у нас в январе месяце очень мало количества пожаров было, у нас в этом году в январе месяце только 7 пожаров произошло. Поэтому не можем тоже конкретно сказать, просто она как бы колеблется. Маятник такой. Да, маятник. Невозможно угадать. То есть нет такого периода, когда пожарная часть так готовится, так, ребята, наступает, скоро будет. Ну, это как бы... допустим, весной, там, в мае, например, последний месяц весны, когда активно начинают на природу выезжать, там, шашлыки, вот это. Тоже хотел я вам сказать, вы перебили, конечно, но бывает такой случай, мы к каждому пожароопасному сезону как бы все равно готовимся. Это тоже пожароопасный летний, весенний пожароопасный период, осенне-зимний пожароопасный период. Мы не говорим, что мы просто так сидим. В любом случае мы каждый раз готовимся на всякие пожароопасные периоды. Это не только бывает именно вот в эти периоды. Там получается, что в летний период там может произойти мало пожаров, а на следующий год, так скажем, очень много пожаров. Поэтому мы никогда просто так не сидим, и все время мы наготове, всегда готовимся. Ну вот вы говорите, что, исходя из статистических данных, у нас наблюдается рост количества пожаров. Как думаете, с чем это связано? Ну, как показывает анализ статистики пожаров, у нас основное количество пожаров это происходит в жилом секторе, это 71,6% от общего количества пожаров. Вот в этом году увеличилось количество пожаров в транспортных средствах, это 20,2% от общего количества пожаров, и 8,1% объектов экономики. Но, как показывает статистика, пожары происходят это по вине самих же владельцев. То есть небрежное отношение, средств, то есть и транспортных средств, и домов. Но самая популярная причина, которая звучит в протоколах возгорания, перекал печи или что? Ну, в этом году это основной рост идет, это неосторожное обращение с огнем. То есть там при курении, при отогревании замерзших труб. Вот в последней вроде бы и зимы в этом году не было, но уже были случаи пожаров, когда сами же владельцы отогревали машину паяльной лампой, и с этим получались пожары. Поэтому, в самую первую очередь, это небрежное отношение, несоблюдение требований пожарной безопасности гражданами. Ну, вернемся к Новому году. Так вот все-таки хочется о нем думать, потому что это праздник. Естественно, перед Новым годом
определенная опасность существует. Так вот, как проверяются объекты перед новогодними мероприятиями? Есть ли такие в городе, которые не соответствуют требованиям? И сколько всего площадок для празднования будет проверено или уже проверено? Ну, во исполнении поручений правительства Российской Федерации от 22 сентября 2015 года и приказа Главного управления МЧС России от 2 ноября 2015 года о мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении новогодних и рождественских праздников, отделом надзорной деятельности с 1 декабря проводятся внеплановые выездные проверки мест проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей. То есть в соответствии с федеральным законом 294 и по поручению правительства мы можем провести внеплановые проверки на тех объектах, где будут проводиться мероприятия с массовым пребыванием детей. Это на улице или в помещении это тоже? В помещении, это только в помещении мы проверяем. То есть у нас предметом проверки является объект защиты. То есть везде, где будут утренники, да, где будут там, ну, я не знаю, например, в театре драмы будет, да, там какой-то утренник, елка, хороводы. Вот вы там тоже проверяете? Да, но пока в данный момент мы там были, но пока результаты пока неизвестны. А что конкретно вы проверяете? Что вы смотрите? Ну, основное у нас мы при проведении проверок мы обращаем на безопасность эвакуации людей, то есть что пути эвакуации соответствуют требованиям нормативных документов. То есть чтобы они были открыты, доступны, ничем не загорожены, так? Да, то есть как бы, что все двери на момент проведения мероприятий должны быть в открытом состоянии. Ну, имея в виду, чтобы не нараспашку, а чтобы не закрывались на замок. То есть можно было легко двери открыть и выйти из данного помещения. Также, чтобы пути эвакуации не были загромождены, чтобы при эвакуации никаких препятствий не было. Ну, также мы уже обращаем на средства пожаротушения, чтобы необходимого количества они были. То есть в соответствии и наличие пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения, то есть чтобы они были укомплектованы пожарными рукавами, пожарными стволами. Ну и вот по ходу этой проверки есть ли нарушения? Ну, у нас объекты в этом году, вот именно где проводятся мероприятия, это основные, это школы, но мы школы ежегодно, можно сказать, по 2 раза посещаем, скажем, проверяем. Ну, в ходе таких мероприятий у нас выявляются, конечно, некоторых нарушений. Мы по ним принимаем меры, руководителям вручаем предписание для устранения данных нарушений, то им устанавливают сроки. А если эти требования не будут выполнены, что грозит? Ну, если эти требования не будут выполнены, будем руководителя привлекать к административной ответственности. Это уже штраф, да? Это уже штраф. Большой штраф? Ну, это по решению суда. По решению суда. Ну, хорошо, где утренники, школы, там всякие образования, учреждения дополнительного образования, с ними понятно. Но большие скопления людей также в предновогодние дни наблюдаются и в точках, так скажем, общепита, рестораны, кафе, где проводятся новогодние корпоративы. Вот их вы проверяете? К сожалению, мы их не можем проверить в соответствии с федеральным законом, я уже который выше упомянул, 294 о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. То есть для проведения внеплановых проверок у нас нет оснований. Вы можете их только планово проверять? Да, мы можем их провести как бы плановые проверки, но они в этом году у нас не попали в план проведения плановых проверок. И у нас получается, в соответствии с федеральным законом 294 у нас нет оснований. Хорошо, смотрите, внеплановую проверку вы провести не можете, ну, как бы в соответствии там по плану, внеплановую по плану. Но если я, гуляя в каком-то ресторане, увидела, да, что, ну вот, навскидку, что, допустим, пожарные выходы перегорожены или еще что-то, я могу прийти пожаловаться? Куда мне пожаловаться? Ну, вы можете также прийти в отдел надзорной деятельности, это Коммунистическая 14, написать заявление, что вы там-то, там-то обнаружили такие-то нарушения требований пожарной безопасности. С этим заявлением, то есть на основании федерального закона, также мы не можем просто сами пойти на проверку, то есть мы данную проверку согласовываем с прокуратурой. После того, это долгий процесс? Нет, это в течение дня, можно так сказать, это все можно сделать. То есть, в общем-то, сами граждане тоже должны быть бдительны, чтобы вот не повторился случай с хромой лошадью, да? Ну, да, естественно. Но факт в том, что вот вы, например, увидели, что там огнетушителя нет. То есть мы на данный объект идем и именно по вашему заявлению смотрим. То есть они полностью все проверяете? Да, уже получается, вот изложено в вашем заявлении, мы вот данные факты нарушения только проверяем. А вот вы, будучи просто, ну, не при исполнении, да,
где-то в кафе находитесь, вы оглядываетесь, смотрите? Я оглядываюсь, я смотрю, я все это знаю, где Знаете, что, как. подходите, говорите владельцам? Или вы это Нет. можете делать только в погонах? Я могу только в погонах. Жаль. Так уж порядка было больше. Но, опять же, про Новый год. Новый год – это, естественно, салют, фейерверк, петарды. И здесь довольно часто появляется информация, да, о несчастных случаях, связанных с неправильным, я не знаю, обращением с фейерверками и салютом. Тут у меня несколько вопросов. Во-первых, в каких магазинах их можно приобретать? На что обращать внимание, чтобы не напороться на подделку? Ну, подделка, она всегда грозит, да, какой-то опасностью для здоровья. Важен ли для петард, фейерверков, салютов срок годности? И бывали ли в нашем городе несчастные случаи, связанные с использованием пиротехники? Ну, по технике безопасности хочу сказать, что там в любом пиротехническом изделии прописаны инструкции по использованию данного пиротехнического изделия. То есть каждое пиротехническое изделие имеет свои функции, так скажем, свои мощности, так скажем. Есть у нас бенгальские огни, есть петарды большие, да, есть фейерверки, салюты, да, многозарядные. Да, в любом случае в каждом пиротехническом изделии должна быть прописана инструкция по применению данного пиротехнического изделия. Если же на этом пиротехническом изделии отсутствует инструкция, то это нужно считать, что это пиротехнические изделия разработали уже не те организации, у кого есть, так скажем, лицензии, которые там можно даже, они скажут, контрафактные продукции, так скажем, то необходимо сразу же данные пиротехнические изделия, не стоит даже его покупать. Может, даже его будут подешевле продавать, но при использовании данных пиротехнических изделий там можно получить очень серьезные повреждения. То есть я могу у продавца затребовать сертификат. Они сертифицируются? Да, в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, техническое регулирование по реализации и продаже пиротехнических изделий прописано, что при покупке покупатель должен запросить у продавца, то есть сертификат соответствия на данные пиротехнические изделия. То есть на каждый вид пиротехнического изделия должен быть свой сертификат соответствия, в котором прописано, что данное пиротехническое изделие соответствует. Да? Да, там сколько там изготовлено, срок годности тоже самый там указан. Но если у них сроки прошли, то они должны, руководителями данных, так скажем, магазинов, они должны утилизироваться. То есть их продажи вообще не должно быть. В нашем городе продаются петарды, фейерверки, салюты, бомбочки, которые очень любят школьники. Да? Во-первых, такой вопрос. С какого возраста можно приобретать пиротехнические изделия? 16 лет. 16. Да. То есть, если я вижу, что... Я вот такая кляузница сегодня, да? Если я вижу, что кто-то продает фейерверки или бомбочки, даже бенгальские огни нельзя, да, до 16 лет приобретать? Их-то можно, там, тоже самые инструкции есть, это не является таким взрывоопасным, так скажем. Если я вижу, что продавец продает явно там 11-летнему школьнику, потому что все школьники бегают с этими вот бомбочками маленькими, я не знаю, как они на самом деле называются правильно, вот. Я тоже вам жалуюсь или в полицию иду? Можете нам пожаловаться, точно так же. Вы передадите в полицию? Да, мы уже непосредственно в полицию передадим, и с сотрудником полиции мы выйдем на место, где данное пиротехническое изделие продаются, реализуется. Соответственно, с нашей стороны также будут приняты меры, там со стороны уже полиции вплоть до изъятия данных пиротехнических изделий. Вплоть до изъятия? Да. Поэтому вот я еще раз хочу обратиться к уважаемым продавцам пиротехники. Не продавайте детям до 16 лет пиротехнические изделия, потому что это чревато. Насколько я знаю, есть такой случай, когда школьники, играючи, забросили такую вот бомбочку в капюшон ребенку, если не ошибаюсь, это девочка была, естественно, был взрыв, и загорелась куртка, и оглушил ребенка этот взрыв. В общем, довольно серьезные можно получить
повреждение здоровья, да, вред здоровью нанести могут, и отвечать за это все родителям, ну и вам, естественно, на вашей совести, уважаемые продавцы, будет такой несчастный случай. Вот еще раз прошу, не продавайте детям пиротехнические изделия. Я, наверное, ваши слова, ваши слова. Все сказали. Да, все сказала. Ну, мы, в общем, вместе с вами вот об этом просим. О магазинах, торгующих пиротехникой, хотелось бы спросить. Есть ли определенные требования к магазинам, которые торгуют этой Да, ну, продукцией? то же самое требование по местам продажи пиротехнических изделий требуется. И реализация пиротехнических изделий у нас запрещается на объектах торговли, расположенных в жилых домах. То есть, если магазин расположен в жилом доме, то там уже запрещается продавать пиротехнические изделия. В зданиях вокзалов, на платформах железнодорожных станций, транспортных средствах общего пользования и на территории пожароопасных производственных объектов. То есть это всегда должен быть отдельно стоящий киоск или магазин, или ларек, да? Да. И там что, там больше огнетушителей, чем в обычных там павильонах торгов? Нет, или что? там специально пожарные требования есть. То есть данное помещение должно быть оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре. То есть пиротехнические изделия должны быть так установлены. Правильно храниться, да, правильно храниться, но там тоже есть определенная своя масса пиротехнических изделий, которые они должны храниться на объекте. То есть у нас магазины не являются объектами хранения, то есть поэтому там должен быть, но не допускается хранение. То есть там должен Они быть должны только, каждый день со склада да, привозить со склада для уже, продажи. да, для продажи. В Сибае соответствует магазин, торгующий пиротехникой, всем требованиям? По запросу в администрации, который мы подавали, у нас по запросу предоставлено 2 объекта. Мы, конечно, данные 2 объекта проверяем ежегодно. Это магазин «Перекат» и еще на Кирова 24 там магазин. То есть они соответствуют требованиям пожарной безопасности. Но, к сожалению, другие объекты мы не можем проверить, так как… А они есть? Они есть, да, я сейчас закончу. Но на основании этого мы уже запланировали выезды к этим местам, то есть где не продают пиротехнические изделия. То есть мы рейдом совместно с полицией на данные места уже будем выезжать, проверять данные, так скажем, точки продажи пиротехнических изделий. То есть есть надежда все-таки, что определенные профилактические меры будут предприняты? Да, будут приняты. Вот, кстати, о профилактике. Совсем недавно произошел такой серьезный ЧП в городе Волгоград, взрыв бытового газа. Проблема эта такая ежегодная. Эти взрывы, они каждый год происходят. Наверное, в каждом городе есть такая проблема. Как обстоят дела в Сибае? Какие-то профилактические меры предпринимаются? Что это за меры? Как часто? Какова регулярность? Но в соответствии с постановлением администрации городского округа город Сибай у нас принято решение, что у нас каждый четверг недели, так скажем, у нас, обозначен день профилактики. И мы еженедельно в составе городской комиссии, это вот с начала года мы проводим рейды. То есть мы выезжаем в жилой сектор и посещаем жилые дома. Но в таких же моментах там уже выявляются такие нарушения, что допускается хранение газовых баллонов внутри жилых домов там, или внутри сарая, бани. То есть они хранятся не в соответствии. То есть, в принципе, они не должны там храниться. Но по этим же мерам мы им вручаем предложение для устранения данных нарушений. И за нарушение требований пожарной безопасности мы привлекаем к административной ответственности. Ну, я ошибаюсь или не ошибаюсь, если говорю, что практически с года в год по одним и тем же адресам ездите? Честно сказать, что это получается так. Но это мы охватываем самые такие слоев населения, которые, так скажем, улицы, где у нас часто происходят пожары. Ну, исправляются вообще люди? Или пока петух Есть, жареный не клюнет? конечно, кто относится к замечаниям добросовестно, данные устраняют, но есть которые, что мы им написали, штраф наложили, они штраф уплатили, но на этом успокоились, то есть нарушение не устраняется. Вот у вас на кителе написано МЧС России, поэтому я посмею задать вопрос, касаемый не только пожаров, да? У нас такая непростая обстановка в стране и в мире в целом. Я сейчас говорю о террористических угрозах.
В такое время всегда усиливаются меры безопасности, да? Ну, а поскольку МЧС ликвидирует последствия всех этих вот неприятностей, если гражданин обнаружил какой-то незнакомый предмет, пакет, сумку, как ему вообще действовать в этих условиях? Ну, Что при делать? обнаружении подозрительных предметов это ни в коем случае как бы не надо подходить. Люди же интересны, может, там Да. деньги лежат, да? Там, ну, Или бутылка водки. Да, там еще много что может быть, да, но люди же интересно. Поэтому, ну, ни в коем случае, если это как бы подозрительный предмет, то необходимо как бы, не надо туда подходить, а непосредственно сообщить уже это в пожарную охрану, это единую диспетчерскую службу, или же в полицию. Как бы после этого уже все будут приниматься меры. Понятно. Так, ликвидация данного подозрительного предмета. Предметы, да. И вот у нас совсем немножко времени осталось, прям буквально 2 минуты. Можно коротко напомнить зрителям, что категорически нельзя делать вот в преддверии Нового года, вот, о каких-то мерах безопасности и зимой, дабы избежать беды? Ну, это у нас основным причиной пожарами как бы является это прежде всего неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электрических приборов. Но хотелось бы напомнить, что необходимо устранить неисправности в электрохозяйстве, заменить ветхую электропроводку, приобретя для обогревания только сертифицированные электрообогревательные приборы, не оставлять без присмотра топящуюся печь, также не доверять присмотр за малолетними детьми, также не оставлять без присмотра включенными в электрообогревательные приборы, там, то есть электрочайники у нас каждый раз забываются, мы сколько раз уже ездим. Термопоты. Да, термопоты разные. Также категорически запретить установку временных, так скажем, буржуек, которые сейчас у нас распространенное такое, уже немало пожаров по этим причинам происходит. Также не оставлять малолетних детей без присмотра. У нас, кстати, по количеству пожаров по сравнению с прошлым году по детской шалости выросло на 3 случая, в том году 1 было, в этом году 4. Также не допускать, как же уже было сказано, что не применять открытый огонь при нагревании замерзших труб, также и при автомобиле. Да. Спасибо большое за беседу, Флюр Файзулович. Ну, вам я желаю спокойного Нового года и после новогодних праздников. Хорошо отметить его. Ну, а с вами, друзья, я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго. Встретимся, как всегда, в студии Сибайского телевидения в программе «Крупным планом». С вами была Алина Полянская. И берегите себя, не играйте с огнем.